утро, мои любимые. Вчера мы поздно прилетели и пошли гулять. Перед тем, как мы пошли гулять, я открыла Инстаграм, и я видела, что вы мне говорили: ура, делай влоги, снимай еду. И я решила, что я буду вам снимать влоги. Я с моей любимой семейкой. Мы в Женеве сейчас, и мы идем гулять, может 2-3 часа, потом мы вернемся, делаем чек-аут и идем за машиной. Берем машину и идем гулять по всей Швейцарии и Франции. Я забыла мою палочку селфи дома, что нового, что я решила, что я сама себя снимать не буду больше, а только буду просить моих ассистентов тут. Так что мы собрались здесь сегодня только для того, чтобы я вам сказала, что вчера мы тут были в ресторане, и нам на стол поставили воду. Я никогда не пью ту воду, которую ставят нам на стол, потому что она из-под крана. Но я подумала, я же в Швейцарии, говорят, что в Швейцарии вода прелестная. И я выпила воду из-под крана из Швейцарии. Это было очень-очень вкусно. Это было как навье для меня. Так что все. Да. שלום. איך שווייץ, את נהנית? ממש. כן, אנבל, שלום. איפה סבתא? Тут очень красиво. Для нас, израильтян, это совсем необычно. Может быть, для тех, кто живет в Европе, в России и так далее, это совсем обычно, но для нас это как в сказке. Хотела бы просыпаться каждое утро с такой красотой, а не на море. Получили мы наш автомобиль, и в моей руке самый вкусный на свете фрецель. Перед тем, как мы взяли машину, мы зашли в супермаркет, взяли всякие швейцарские вкусняшки, вы знаете, как я обожаю. С горем пополам мы добрались до Лузана. Почему с горем пополам? Потому что она не чувствовала себя хорошо. И наш GPS, он такой тормозной, что я не знаю. К нашему счастью, у нас есть сим-карт швейцарский, так что все нормально. И сюрприз, тут нас ждал Christmas Market. Мы даже не знали, что тут есть Christmas Market. Я проверяла, где есть, где нету. И в Лозанне я не видела, что есть. Анабель! שוקולד חם! מי פתח? רק דגים. אנבל. רק תרבה. Мы в красивом Берне. Берн, столица Швейцарии. Доброе утро! Наш какой-то день, мама? 4-й день уже? Не говори мне, что это 4-й день. Скажи, что это 3-й. Это правда 3-й? Да, это первый раз, когда я снимаю за все эти дни. Настоящий влог. Мы ночевали в маленьком городке, может быть, деревушка, не знаю. Называется Сент-Луис. Маленький городок во Франции. Моя милая. Ма? Ку-ку. Колобок я колобок. Румяный бок. Этот городок находится в 4 километра от Базеля. И вчера мы сюда только приехали переночевать, и мы поехали в Базель. В Базеле нас ждал рождественские ярмарки, и это очень-очень было красиво. Мы были в прошлом году в Будапеште и в Вене, рождественских ярмарках. И Будапешт нас просто покорил. Мамин нахон Будапешт, the best.
во всем. Он был такой и яркий, и еда там была просто вкусная. Мы там были 3 дня, и мы вообще не видели Будапешт, потому что мы были только на этой ярмарке. Но не только потому, что мы толстые, потому что Аннабель с нами была, и в Будапеште очень трудно ходить с коляской. И не только с коляской, еще там холодно очень, потому что там река. И Аннабельке было 3 месяца. В общем, мы были только на ярмарках. Это был наш плюс, кстати. Но Базель очень-очень красивая ярмарка, но кушать там почти нечего. Есть такое блюдо швейцарское, называется роклет, я думаю. Это 2 маленьких картошечки с много-много сыром таким. Это выглядит вкуснее, чем это на самом деле. Правда? С плавленным сыром. Там, в общем, кушать нечего. Там только они славятся своим сыром. И, в общем, горячее вино есть на каждой ярмарке. Я обожаю горячее вино. Да, мы забрали стаканчик. В прошлом году Барель очень-очень хотел забрать стаканчики с Вены. И я говорила ему не брать, потому что я ненавижу, когда у меня мусор дома. Но мы взяли. А в этот раз мы взяли опять. И сейчас мы едем в Страсбург, это самое главное, что я вам хотела сказать. Страсбург — это столица вот этих вот рождественских ярмарок. Это самая старая рождественская ярмарка, можно так сказать. Ну, в общем, вот мы по дороге в Париж, Страсбург или Мулуз. Но мы только в Мулуз, мы в Париж не поедем, хотя я обожаю Париж. Но я думаю, что Страсбург меня покорит. Я жду Страсбурга уже 3 дня, потому что до сих пор так себе были городки, хотя очень красивый, Берн был очень-очень красивый, но я не знаю, очень-очень скучная жизнь в Швейцарии, и может быть это хорошо, может это неплохо, но у меня есть подруга, она наполовину шведка, она не Шведия, она родилась в Израиле, в общем, она наполовину марокканка, наполовину шведка, и когда я встречаю людей, которые наполовину там, не знаю, даже французы, которые приехали в нашу страну, или неважно что, я спрашиваю их, почему? Почему люди едут из Европы в Израиль? Я обожаю Европу, но я знаю почему. Израиль, он чуть-чуть другой. Но эта шведка, это наполовину шведка. В общем, эта подруга мне всегда говорит, что она не может жить. Она не может жить в Швеции. Она говорит, что там очень-очень скучно, ты работаешь, приходишь домой и все, в 7 часов идешь спать. И я не верила, что может так быть скучно в такой красивой стране. Но это не было еще, но я знаю, что Швеция красивая. Швеция, окей. Sweden. И я убедилась, что Швейцария очень-очень-очень сонная страна. Тут люди вообще на улице я почти не видела людей, ни в Женеве, ни в Берне. Нигде. Они все сидят дома. Да, на ярмарке было очень много людей. Но, в общем, скучноватая жизнь такая. Мы спали вчера в Кули, называется, маленькая деревушка возле озера Женевского. Тоже очень скучно. Но я еще не решила, если это лучше или хуже, потому что в такой жизни, как в Тель-Авиве, ты всегда бежишь зачем-то, ты всегда ничего не успеваешь. Но тебе никогда не скучно. Тебе, правда, никогда не скучно. А тут всегда скучно. И люди там дома не сидят. Я думаю, что очень мало людей готовят дома там в Тель-Авиве, потому что все сидят в кафе. Если вы утром пойдете чуть-чуть по улице, вы увидите, что все кафе просто до конца заполнены, и вы спросите себя, люди тут работают вообще, потому что они всегда сидят там в кафушках, рестораны всегда полные. В общем, жизнь кипит в Тель-Авиве. Только сумасшедшие люди поедут из Женевы в Страсбург. Но я не люблю, когда жизнь меня ограничивает, вы знаете. Смотрите, как красиво и как тут холодно. Тут слишком холодно. Очень-очень холодно. Но это того стоит. Смотрите, какая красивая кафедрала. Я много кафедрал видела в своей жизни, но это самая красивая. Позавтракали в приятном кафушке, и вышли на улицу. Тут очень красиво, мы хотим чуть-чуть насладиться Колмаром в свете, потому что мы видели его только ночью.
Шалом, Аннабель! Шалом, шалом! Мишама. Ой. Она делает вам так, но вы не видите, потому что... Смотрите, мы купили перчаточки. Перчаточки! Как в моем детстве. Бабушка связала шапочку и шарфик, и еще много-много-много шапочек. Бабушка много вяжет, и я вам никогда не рассказываю. В общем, мы были вчера в Страсбурге, и неделю перед тем, как мы приехали в Страсбург, то почему-то в израильских газетах это не пишут. Наверное, нам и так своих проблем хватает, но, допустим, неделю перед тем, как мы приехали сюда, в итальянской газете, потому что я работаю с одним итальянцем, и он мне прочитал, что в Италии, ну не в Италии, а в итальянской газете написали, что в Страсбурге поймали 7 людей, которые хотели сделать теракт на рождественских ярмарках в Страсбурге. И я чуть-чуть испугалась. Я позвонила, есть у нас такой номер, Аматела Лохама Бетеррор, я не знаю, как это на русском. Но они, в общем, говорят нам, куда ехать, куда нельзя ехать, куда лучше не ехать, где лучше не гулять и так далее. Страны, которые опасны для израильтян. Она сказала, что нет проблем ехать в Страсбург. Когда мы были там, я поняла, что как хорошо, я поняла, что я замаскировалась тем, что называла Аннабельку Аннабелькой, потому что это французское имя. И я могу кричать «Аннабель!» И вообще «Барель» это тоже, ну не знаю, не могут знать. Как бы во Франция это единственное место, где в Старбаксе, правда, пишут «Барель», а не «Бавель», «Вавель», всякие такие извращения. Мы приехали в Игесим, если так правильно говорят. И это очень красивая деревушка. Смотрите, какой сладкий козлик. Как тут красиво в этом Игесиме, который я не знаю, как правильно произносить, но это так красиво! У-ху! Муа-муа-муа! Барель сказал, что я его удивляю, и мне надо работать в тур, делать туры. Потому что я его привожу в самые красивые места на свете. Мами! C'est parce qu'on a beaucoup de routes, je vais demander à mon collègue, mais on retourne en Belgique, alors il faut faire attention. Очередная деревушка. Я вам не скажу, как она называется, а лучше я напишу. Смотрите, какая тишина, а люди тут живут. Счастливчики. Остановились в ресторанчике, и к моему счастью тут есть улитки. Я их уже долго ищу, я уже думаю, что в Альзасе улиток мне не увидеть, но здесь есть улитки. תעשי שלום לכולם. אנאבל, טעים לך? טעים לך? Ja, maar kan je נתחיל לאנאבלי. No. Мы хотим подняться в этот замок. С коляской это будет немножко трудно, но мы попробуем. Мы приехали в Груев. Сейчас мы поднялись на замок. К нашему сожалению, тут везде туман. И холодно, так холодно сегодня. Сегодня самый холодный день. Смотрите, какой туман, ничего не видно. Я представляю, какая тут красота, когда тут что-нибудь видно. А я беременна, поэтому я так дышу. Нашли мы тут ресторанчик и присели, смотрите, какой у нас вид из окна.
Buona belle po'. La 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 la. Лошадей хватает. יאללה בואו. אבא ייקח אותך? Сани, смотри. Сани.